Интернет вещей, нанотехнологии в здравоохранении, цифровое образование и развитие электронной коммерции. Современный мир стоит на пороге масштабных перемен в повседневной жизни людей и экономике целых регионов. Уже сейчас эксперты называют эти преобразования четвертой индустриальной революцией, вписывая их в последовательную историю предыдущих технологических взрывов. Каким образом они сказываются на внутренних процессах в республике, мы рассказываем в специальной программе «Цифровой Казахстан». В сегодняшнем выпуске поговорим о том, для чего казахстанских врачей собираются отучить от бумажной документации. Почему отечественным вузам предлагают лечить не реальных, а виртуальных пациентов? И как технология дополненной реальности поможет в борьбе с онкологией? Электронные картотеки, протезы, управляемые силой мозговых импульсов, симуляторы болезней, телемедицина, фармацевтические беспилотники, носимые гаджеты здоровья и многое другое. Во всем мире цифровизация системы здравоохранения развивается стремительными темпами. В топе самых популярных изобретений в области здравоохранения на сегодняшний день инновационные разработки в борьбе с раковыми заболеваниями. Популярны также протезы, имитирующие естественные движения. В числе наиболее востребованных и гаджеты, собирающие данные о состоянии пациента в режиме реального времени, такие как температура тела, кровяное и артериальное давление, электрокардиограмма, а также количество кислорода и сахара в крови. В Казахстане задумались о переводе медицинской сферы в электронный режим в 2005 году, а в 2017 начали работу над государственной программой «Цифровой Казахстан», одна из целей которой – рационализация использования ресурсов здравоохранения, пациентоориентированность и улучшение доступа к качественной медицинской помощи. Для достижения озвученных задач в стране намерены в первую очередь оцифровать картотеку, выдачу рецептов и оплату медицинских услуг. По мнению экспертов, такие меры позволят избежать коррупции, ускорить и улучшить процесс оказания первой помощи. Уже к январю 2019 года Министерство здравоохранения намерено полностью отучить казахстанских врачей от пользования бумажной документацией. Это Республиканский центр электронного здравоохранения в Астане, который сегодня курирует 22 информационные системы в сфере медицины. К их разработке приступили еще 12 лет назад. Вот только раньше они были нацелены на облегчение работы административного персонала. Сейчас же программисты акцентируют внимание на комфорте пациентов. Новые технологии, такие как модуль BI, позволят провести аналитику на основе полученных ранее электронных данных. А те, в свою очередь, помогают специалистам делать более качественные прогнозы о развитии тех или иных болезней. Также большинство сервисов предполагают переход медицинских услуг к цифровому формату. Например, многие клиники и больницы уже используют портал для госпитализации. Бірінші жағдайда стационар өздері бос орынның болуына байланысты емдеуге жатқызу мерзімін береді. Бұл 2 күн аралығында, 2 жұмыс күнінің аралығында шешіледі. Ал екінші механизм автоматты түрде емдеуге жатқызу мерзімін таңдау. Бұл жағдайда біз науқасқа емдеуге жатқызу мерзімін ауыстыруға немесе басқа стационарды таңдауға альтернативті түрде рұқсат бере аламыз. Теперь через приложение и специальные сайты можно не только занять очередь к врачу, госпитализироваться, получить рекомендацию от специалиста, не выходя из дома, но даже сменить место прикрепления к той или иной поликлинике через сайт электронного правительства. Для этого потребуется только индивидуальный идентификационный номер и электронная цифровая подпись для входа в личный кабинет. Затем нам нужно будет ввести здесь свои контактные данные, чтобы сотрудники медицинской организации смогли с нами связаться. Выбираем причину прикрепления, свободные или переезд. Далее мы отправляем запрос. Данный запрос у нас поступает сразу же в медицинскую организацию, где уже сотрудники данной организации будут рассматривать данный вопрос. Республиканский центр электронной медицины также занимается развитием и внедрением технологий удаленной консультации или телемедицины, как ее сейчас принято называть.
Необходимость внедрения такой услуги обусловлена широкой географией республики. В связи с этим жители отдаленных регионов не всегда могут получить своевременную врачебную помощь. А благодаря видеосвязи врачи небольших поселков и даже сами пациенты могут связаться с высококвалифицированными докторами и проконсультироваться о методах лечения. В данный момент сейчас разрабатывается концепция по телемедицине. Понятное дело, то, что Казахстан – это очень географически обширное государство, где иногда очень сложно доставить медуслугу. В соответствии с этим сейчас рассматривается вопрос о использовании mHealth технологий, датчиков, где можно прослеживать состояние того же пациента удаленно, где он может консультироваться по видеозвонку со своим врачом. Для того, чтобы жители отдаленных регионов могли получить не только консультацию, но и необходимые медикаменты, в Казахстане также всерьез присматриваются к возможностям беспилотных летательных аппаратов. Один из вариантов был представлен в рамках 7-го Центральноазиатского торгового форума в Алматы. Эта модель может доставлять до 10 килограммов груза на расстояние около 150 километров. При этом дроны не только упрощают доставку нужных лекарств и оборудования, но и значительно экономят бюджет фармкомпаний, сокращая затраты на логистические услуги. Дроны предоставляют уникальную возможность преодоления различных инфраструктурных и логистических препятствий. Например, они могут перелетать над горной местностью. Это помогает осуществлять прямую доставку в отдаленные от крупных городов населенные пункты. Поэтому активное применение дронных технологий может кардинально трансформировать систему здравоохранения в пользу людей, живущих в изолированных районах. Здесь появляются точки. И на этих точках появляется обратная связь. Арман Мукушев уже несколько лет внедряет в систему обучения казахстанских медицинских вузов инновационные технологии. Первой его разработкой стало программное обеспечение для студентов-патолога-анатомов, которое позволяет самостоятельно моделировать и выявлять имеющиеся заболевания, ставшие причиной смерти больного. Сейчас эта программа внедрена в нескольких вузах страны. Идет процесс адаптации симулятора под требования учебных заведений. Идею также одобрила мировое сообщество. В 2016 году было в сентябре, в конце сентября, это конгресс, Европейский конгресс патологоанатомов, где мы также выступили с постером, докладом. И наше решение там вошло в топ-10. То есть ее уже там же признали сами патологоанатомы, что программное обеспечение имеет очень большие перспективы, и самое главное, с помощью нее очень высокая выживаемость знаний и повышается успеваемость у обучающихся. Практиковаться не на реальных, а на виртуальных пациентах также предлагает Арман, объясняя идею тем, что студентам не хватает эмпирических навыков. Ведь далеко не каждый согласится доверить свое лечение начинающим специалистам. Для того, чтобы помочь учащимся, компания Армана разработала симулятор болеющего человека. В виде интерактивной игры программа позволяет назначать пациенту соответствующие обследования, по результатам анализов установить диагноз и провести терапию. Такие программы не только помогают разнообразить методы обучения, но также положительным образом сказываются на успеваемости студентов. С помощью вот такой игры, то, что виртуально принимает и вот может дифференцировать их, у них очень сильно клиническое мышление развивается, что нужно делать. И самое главное, мы тоже акцентировали точечно бить. Мы узнали на кафедрах перед разработкой данного программного обеспечения, что студенты многие не знают патогенез заболеваний, болезней и нозологии. Эксперты уверены, применение нано- и биотехнологий в сфере здравоохранения позволит решить ряд глобальных проблем. Например, такие как выявление болезней на ранних стадиях или изобретение эффективного лекарства от рака. В Казахстане изучением вопроса антираковой терапии занимаются несколько научных центров, в том числе и Национальная нанотехнологическая лаборатория. Одна из главных целей, конечно, помимо того, чтобы обнаружить и определить все механизмы с точки зрения ядерной физики, ядерных процессов, которые происходят внутри клетки,
определить эти механизмы, ну и, конечно же, придумать, значит, приборы, которые могли бы это идентифицировать своевременно, то есть на ранних стадиях образования злокачественных опухолей. Для более детального изучения столь глобальной проблемы научные деятели этой лаборатории сотрудничают с ведущими специалистами мира, участвуют в международных европейских форумах. Ведутся также переговоры по работе с местными медицинскими учреждениями и университетами Казахстана для консолидации знаний в вопросах онкологии. Однако основная деятельность лаборатории сконцентрирована на поиске той самой таблетки от рака, а именно разработке медикаментов на основе кремниевых наночастиц. Получались кремниевые наночастицы. Значит, у них есть такое уникальное свойство. Они очень фотоактивны, то есть при возбуждении наночастиц определенными длинами волн, освещая, да, мы можем стимулировать производство синглетного кислорода, который является суперактивным химически и как бы получается разрушают, да, то есть или сжигает раковые клетки изнутри. То есть были проведены эксперименты с животными, и было показано, что в качестве фотодинамического агента кремниевые наночастицы могут быть исследованы. И пока одни для борьбы с коварной болезнью изучают нанотехнологии, другие пробуют решить проблему с помощью искусственного интеллекта и технологий дополненной реальности. Например, проект искусственного интеллекта мы сейчас внедряем в части онкозаболеваний. Это позволит в будущем пациенту приходить к врачу. Врач, используя данную систему, может вбить информацию о пациенте, идентификацию. Далее сама система может на основе собранных данных сделать аналитику, далее сравнить с журналами научными и подобрать более оптимальное решение для лечения именно того онкозаболевания, которое необходимо. Да? То есть это уже как некий консилиум для врача, какая-то вторая помощь. Очень важный момент. Благодаря нанотехнологиям ученые разрабатывают и новые методы лечения, которые способны ускорить привычные процессы выздоровления и восстановления. Например, в National Laboratory Астана еще 6 лет назад взяли курс на исследования в области регенерационной медицины. Изучением этих вопросов занимаются специалисты, которые проходили подготовку в ведущих медицинских центрах и университетах США, Англии и Японии. За это время здесь уже разработали несколько научных программ и более 100 проектов. Один из них – разработка регенерирующего порошка при ожогах, ранах и прочих повреждениях кожи. Вот у нас есть наглядный пример, то есть это порошок, который мы можем применять и накладывать на раневую поверхность. Затем при взаимодействии с влажной средой он приобретает форму гидрогеля. И при изменении температуры на поверхности кожи он превращается в пленочку. Затем как бы вот эта пленка позволяет нам удержать микросреду на поверхности раны. И также там существуют определенные иммунные факторы, которые выделяются вот на эту поверхность и помогают коже регенерировать за достаточно быстрый период. Сегодня во всем мире набирает обороты внедрение так называемой персонализированной или индивидуальной медицины, которая позволит вести лечение в зависимости от особенностей организма каждого отдельно взятого человека. Казахстан не стал исключением и в этой области. В National Laboratory Астана изучают технологию геномных исследований, которая поможет эффективнее лечить пациентов. Сейчас в последнее время это глобальный тренд. Вы знаете, большое внимание уделяется в развитых странах внедрению персонализированной медицины, внедрению геномных исследований. Эти исследования проводились и на базе Центра наук о жизни нашего университета, значит, полногеномное секвенирование, и затем попытки, значит, использовать эти данные, значит, после биоинформатической расшифровки их, использовать эти данные для прогнозирования, для ранней диагностики, а также для оценки эффективности лечения различных заболеваний.
Благодаря цифровым технологиям и новому поколению биологических сенсоров, внешних и внутренних устройств для мониторинга жизнедеятельности, врачи уже в ближайшие 10 лет смогут узнать об организме человека больше, чем за все предыдущие тысячелетия. При этом рациональное использование инноваций позволит не только улучшить качество медицинского вмешательства, но и оптимизировать затраты в здравоохранении. Все это является важным условием успеха в формировании здоровой нации Казахстана.